Интернет стал неотъемлемой частью в жизни современного человека. В нем можно найти любую информацию, как полезную, так и крайне негативную. Дети очень часто играют в различные игры в соцсетях. Среди них есть и крайне опасные. Чаще всего жертвами опасного увлечения становятся дети подросткового возраста. Поэтому именно в этот период важно уделять им больше внимания, стараться защитить от нежелательной информации из соцсетей. Уйма таких игр, которые ведут к нехорошим последствиям. Обычно это тогда, когда ребенок не может поделиться с кем-то, да, вот бывает такое, что в классе там нет друзей, или не очень хорошие отношения, да, и что происходит? Пожалуйста, милые, дорогие наши детки, вы когда видите, что в классе есть такой одноклассник, одноклассница, вы, пожалуйста, протяните руку помощи, да, это вот многие дети расценивают как: ой, я не буду на него там ябедничать, да, там доносить. Но на самом деле, если вы придете и скажете взрослому, педагогу, родителю, что вот так и так в классе, или там у кого-то какие-то нехорошие мысли по поводу жизни, вы никого не предадите, вы, возможно, спасете жизнь кому-то, понимаете? Дети обычно очень податливы пагубному влиянию. Их желание идти против системы, нарушать границы дозволенного, стать самостоятельными ярко проявляется в подростковом возрасте. Специалисты отмечают, что огромное влияние на предрасположенность детей к участию в запрещенных группах и сообществах оказывает атмосфера в семье. Непонимание, постоянная занятость родителей, игнорирование потребностей ребенка, равнодушие толкают подростка на поиск тех, кто его выслушает и поймет. И не всегда этот кто-то хороший человек. Если вдруг у вас возникнет какая-либо проблема, вам нужно будет с кем-то поговорить, есть у вас родители, есть учителя, ваши родственники, близкие, друзья, с кем вы можете поделиться, где нету безвыходных ситуаций, так или иначе вам помогут. Чтобы предостеречь ребенка от опасных игр в сети, психологи советуют родителям говорить ребенку о том, что в интернете много мошенников и преступников, которые могут обманом заставить делать разные вещи. Обсудить, в какие интернет-сообщества в социальных сетях он находится. Периодически проверять телефон и интернет-переписки на общение с подозрительными людьми. Но самое главное – дать почувствовать ребенку, что он не один, что его любят, и он может прийти со своей проблемой к родителям, где его поймут и помогут. Есть вещи, с которыми вы не можете поделиться с родителями. Есть в школах психологи. Есть мы, которые, я понимаю, что многие, может, милицию воспринимают немножко негативно. К сожалению, опять-таки, из-за тех представлений в соцсетях, как пытаются представить милицию, но мы ваши друзья. Если вы не можете поделиться какой-то информацией дома или в школе, есть мы. Дети признаются, что дома после школы они играют в игры, но в запрещенные сообщества и группы не заходят. Родители следят за этим и много рассказывают о вреде игр в соцсетях. Я недавно совсем узнала о таких играх. Я в такие игры запрещенные никогда не играл и никогда их не находил. Да, но у меня есть сосед, который играет в PlayStation, и он вечно кричит от того, что проигрывает. Профилактические работы с детьми проводятся систематически во всех общеобразовательных школах. Альга Трапшка, Мила Джопла, Абхазское телевидение.